Добрый день. Мы гуляли с котиком. Ой, как я понимаю девочек, которые поздно встают. Они поздно ложатся. И я зависла на клоне. В про Жади, причем перелистываю прям все, только смотрю про Саида, Жади, Лукаса. Все. Не знаю, как так получилось. И вот, ну, обычно я, когда включаю вот что-то, и вас же призывала к тому, что вы включайте, и не нужно вот так вот смотреть, да, занимайтесь там какими-то делами, чем-то еще, поскачивайте какой-то, ну, блок себе там чего-то, что вам интересно, в принципе, посмотреть, послушать и как бы осознать, но скроллить и так бесконечно не нужно, потому что мозг очень устает. И вот эм, э, там как раньше вот весь там, ой, извините, сейчас расскажу, в чем дело. Ой, а потом умные вещи стану говорить. Я жалуюсь на то, что у меня ножки болят, и купила Траумель. А его нужно принимать за полчаса до еды. Вот перед прогулкой я его не приняла. а, Пришла, значит, рассосала эту таблетку. И чем заниматься в эти полчаса? Думаю, ну, немножко поработаю, там, пообщаюсь. И я начала общаться, мне садится голос. И вот я еще там не пила, не ела ничего, и начала день с коньяка. Вот, сделала глоток коньяка, и вот это глоточек, чтобы смочить голосовые связки. Всем это помогает и певцам, и артистам, и всем. Ну, может, конечно, доза там разная, но вот я для себя нашла вот такое. а, Ну, в общем, а теперь так неприятно. Вот э, положительный дофамин, да, при положительных эмоциях вырабатывается дофамин, и, в общем, все. И получается, что когда мы листаем, мы зависимость от интернета. Почему? Потому что мы получаем эмоции, удовлетворения. Даже если мы где-то смотрим, что там беда какая-то, мы не в беде, и мы как бы радуемся этого. И когда мы возвращаемся в реал, то для нас жизнь серая. Поэтому вот старайтесь поменьше все-таки вот въезжать. Хотя я понимаю, вот я ставлю там ам, телефон на зарядку, и все, я потерянная. Мне моментально нужно что-то спросить, что-то там посмотреть, что-то там, какую-то информацию получить. Мозг ленится, он вообще очень ленивый. И ту информацию, которую там держали в голове, ах, даже не то, что наши мамы, но даже вот мы держали, наше поколение держало в голове что-то там. Вот я недавно смотрела, как приготовить суп с галушками. Я забыла. Ну, я его не особо как бы и знала, но в принципе. И, в общем, как-то так. Но реальность такова, что жизнь меняется, и приучаться к чему-то, к такому вот я подвожу к тому, что в школах начинают изучать искусственный интеллект. И наши, вот даже вот мое поколение, поколению моих там детей, там 30-40 лет, м, моложе это вообще там асы, но вот в таком вот возрасте мы теряемся, а вы очень быстро в этом все разбираетесь. А поколение ваших детей, наверное, ну да, будет еще быстрее вот это все осознавать. И когда-то моя дочка с моей бабушкой гуляла вот в этой деревне, где я жила. Там был парк, и были качели, лодочки, вот так вот. И моя дочка называла мою бабушку Поля. Вот не баба Поля, не тетя Поля, а Поля. И у нее было вот, ей доставляло жуткое, ну, наверное, года 3 ей было жуткое удовольствие. Она садилась в эту лодочку, бабушка ее раскачивала, а она кричала: "Поля, куда мы премся?"
Вот куда мы премся? Мы куда-то вот в такое место премся. Нету уже Царства Небесное бабушек моих, и родителей моих нету. И парка того, и места нету, даже вообще следа нету. Единственное, остался след, две бетонных плиты, на которых можно было, в общем, турник такой, на котором можно было делать солнышко. Отвлеклась. Вот я хотела рассказать о том, даже не об интернете, а о том, насколько быстро меняется жизнь. Вот в мою молодость женские тени должны были быть голубыми. Считалось, что голубизна придает свежесть взгляду, такую, ну, потом, конечно, перешло в маразм, в ярко-синие тени, но вот голубые тени, они дают бледное веко, и как будто там жилочки-прожилочки, как будто это молодость, светлые тени. Потом стало только коричневые. Вот я вообще не понимала. Ну, я женщина, извините, про тени. Я вообще не понимала моду на это коричневые тени. На мне, по мне, это было вид болезненный, там темные, светлые синяки. Ну, вот, на мой взгляд, было вот такое, как бы, не принимала моя душа. И вот сейчас снова возврат, уходят от коричневых теней и приходят к голубым. И вот масса девочек, которые привыкли к коричневым теням и считалось, что это супер, а голубые тени это вот отсталость, теперь тоже тяжело принимают новые веяния моды. Ну, правда же? Ну, никуда от этого не денемся. Жизнь есть жизнь. Но вот такая стагнация, что вот должно быть только так, никак иначе, только это, только этих мы смотрим, чужое там другое мнение вообще не должно быть. Мы смотрим в интернете только то, что мы привыкли, мы знаем. Я не о политике. Вот знаем, что это должно быть вот так вот и вот так вот. И когда что-то там, что-то новое или какое-то противоречие с нашими любимцами, опять горло садится, у нас возникает вот это вот. Это не так должно быть. А жить надо легко. Все изменения принимать. У природы нет плохой погоды. Все проблемы рано или поздно закончатся. И эм, проблемы ли это? Или это подсказка нам, что нужно тут притормозить, тут увеличить скорость, тут посмотреть на себя со стороны, потому что чаще всего нас раздражает именно то, чего мы не можем себе позволить или чего у нас нет. И вот, а чаще всего не можем позволить. И вот раздражение от того, что кто-то себя ведет дерзко, если вы в мире с собой, вас это не раздражает и так, прищур какой-то со стороны. Но если вы считаете, что вы себя держите в руках, вы вот живете правильно, никаких шагов вправо, шагов влево должно быть вот только так, а другой себя ведет так, как он хочет, и у вас внутри эта вот волна негодования возникает. Конечно, если другой человек, который ведет себя как хочет, обижает вас, это совсем другая история. Я имею в виду чисто бытовое. Вот там женщина идет, и у нее вот там покрашенная голова, как мне вот мужицкая нравится, в разные цвета. И кто-то скажет, ну, в таком возрасте вот это вот вытворяет. Ну, а тут ни возраст, ни или там голубой цвет, или в розовый покрашен. Да тут ни возраст, ничего. Просто где-то вы себя сдерживаете. И не разрешайте себе так вести, потому что устои, потому что вокруг, потому что привыкли, потому что вдруг о вас заговорят. Ну, поговорят. И что? Зато вы получите вот эту маленькую дозу дофамина, которая будет лично ваша, не взятая от чужой жизни, а она будет лично ваша. Вот чудинки выпускайте наружу потихоньку, по чуть-чуть, так, чтобы получить удовольствие. Пусть оно маленькое, пусть оно сиюминутное. Не спешите. Жизнь очень быстро проходит мимо, очень быстро. Я вот читала
сколько прошло время после моей учебы. Боже мой, целая жизнь. Целая жизнь. 40 лет прошло после того, как я закончила учебу. Даже больше. И они пролетели как миг. Вот, оглядываясь назад, тяжело что-то вспомнить. Какой-то момент я отпустила, вот я сегодня отпустила мысли о том, что жизнь проходит мимо, и нужно в эту жизнь впихнуть как можно больше работы, как можно больше эмоций, как можно больше всего. А, При таком, ну, конечно, я уже в таком возрасте, когда прихожу к смирению с миром, с окружающими, но, в принципе, вот когда вот эта вот скорость и температура жизни увеличивается, задайте себе такой вопрос: зачем? Вот лично вам, для какой лично вам радости? Если вы себе отвечаете на этот вопрос, зачем? Вы живете правильно. Для того, чтобы жизнь у детей была лучше, неправильный ответ. Неправильный. Если вы не научите детей получать удовольствие от жизни, сколько бы вы в них ни впихнули, они не научатся получать удовольствие от жизни и будут переходить на крайности. Дело вообще не в этом. Дело в том, как вы живете с миром. К сожалению, словами никого другого научить нельзя. Словами, мерами ограничительными, топанием ногами. Вот я прихожу к выводу, все, ну, наверное, тоже возраст. Это вот нельзя научить. Нельзя. Вот я уже 100 раз приводила этот пример, как дочка учит собак. На хорошее поведение она выдает массу эмоций. На плохое поведение она не замечает, не видит, типа игнор. Собака теряется. Как она же вот совершила поступок, она же еще не может осознать, хороший или плохой. Ну, какой-то поступок совершила, а реакции нету. Этот поступок пролистывает. Это хорошо работает и с детьми, это хорошо работает и в коллективе. Но мы настолько зажаты, настолько не приучены выдавать эмоции. С эмоциями сложно. Когда все хорошо и положительно, мы считаем, ну а что об этом говорить? Все ж нормально. А мы так. Все, поговорили. Мне надо еще работать. И уже мои полчаса заканчиваются. Можно будет что-то кушать. Все, живите легко, берегите себя.